От Имикона до Ленска работают корреспонденты нашего телеканала. Жизнь и быт в Якутии настолько уникален, что порой материалами, которые мы показываем в нашей республике, интересуются и коллеги по всей стране. А началось все практически на второй день работы телеканала. С 2018 года, в аккурат 2 февраля, по инициативе кубанских коллег, наши односельчане поздравляют жителей России с Днем буквы «ы». Мы, жители села Тыккель, шлем вам слова благодарности, что вы проводите такое мероприятие, отмечаете букву «ы». Мы очень рады, нам повезло, что наше родное село носит название именно с этой буквы «ы». Дорогие кубанцы, мы искренне желаем вам крепкого наш якутский алмаз здоровья, удачи, везения во всем. Хорошего утра! Не только уникальными названиями населенных пунктов нашего края поражаются по всей стране, но, например, и подледной рыбалкой, которую благодаря Верхневилюйскому улусу показали по главному телеканалу России. Тогда про рыбаков Владислава Иудина, Владислава Николаева и Александра Долгунова, которые рыбачат даже в крепкие морозы, узнали миллионы телезрителей. Сети смотрим даже когда минус 55-60, потому что надо смотреть сети. Рыба не должна портиться. Вот тогда бывает работа. Вот так же пешней долбим, когда замерзает 1,20 до 1,5 метра. Лед долбим, вытаскиваем и также смотрим. Вот уже несколько лет намский филиал НВК «Саха» работает с общероссийским федеральным телеканалом. Первый канал интересуется поисками необычного и эксклюзивного материала. Например, особенности якутской породы коров, подледная рыбалка неводом мунха, выращивание винограда в северных условиях, мороз, и это далеко не весь список. Один из последних материалов был оливье. Широкая публика узнала о салате оливье по-якутски. И хоть в оригинале оливье был совсем другим, у любителя и профессионала якутского кулинара в составе салата местные свежие огурцы, морковь, яйца, а вместо колбасы – жеребятина и хорта. Переходим к заправке нашего салата. Взбитые сливки слегка ложим сверху. И теперь вот наши зайчики, они уже в буквальном смысле, даже 10 минут не прошло, они у нас уже мерзлые. Как бы охлаждаем наш салат. Все, наш салат готов. Вот, подаем наш салат вот взбитыми сливками в соусе, как бы идут, и в кёрчах. Колоритная, отчасти необычная якутская кухня может кого-то впечатлить так же сильно, как и наш холодный климат и трескучий мороз. Но этим не удивить жителей республики. С течением времени якутяне давно привыкли и приспособились к морозам. Если в центральной России поражаются тому, что в нашем регионе занимаются заготовкой льда, то для жителей горного района это привычное дело. Лед является основным источником питьевой воды и используется для хозяйственных нужд. Навыки заготовки льда передаются из поколения в поколение. Традиционный способ мало изменился с течением времени. О нашей самой большой территории знают почти все, но иногда расстояние поражает даже жителей центральных районов Якутии, а за ее пределами и вовсе не знают. Так, одной из тем для федерального телеканала стала кочевая школа-сад «Айлик». Оленеводческие стойбища расположены от 200 до 1500 километров от центральной усадьбы села Тополиное. И только до ближайшего можно по зимнику добраться на машине, а до остальных – сутками и только на оленях. Мне нравится учиться в кочевой школе, потому что мама и папа рядом. Мама моя чемработница, и мне нравится ей помогать, помогать посуду мыть, полы мыть. И это далеко не все темы, благодаря которым люди по всей стране узнают о нашей уникальной республике. Благодаря слаженной работе сотрудников телеканала «Якутия-24» телезрители и дальше будут узнавать о самых интересных событиях в жизни региона.